Якутия богата не только своими ресурсами, но и талантливыми людьми. Это земля сильных и думающих людей, где даже в условиях нехватки возможностей рождаются идеи, достойные всего мира. И печально осознавать, что без должного финансирования и поддержки государства они не могут реализовать свои идеи. А ведь именно государство должно создавать эту опору. Но есть компании, которые создавали не благодаря, а вопреки. Здесь, среди вечной мерзлоты и девятимесячной зимы, родились компании, которые стали известны по всему миру. InDriver появился в Якутске в 2012 году. Началось с того, что один школьник не смог уехать домой, потому что таксисты в мороз подняли цены в 2 раза. Тогда студенты решили запустить приложение, где люди могли договориться о цене поездки напрямую. Эта идея оказалась революционной, теперь это уже международный сервис, работающий в 40 странах с миллионами пользователей и штаб-квартирой в Калифорнии. Майтона, одна из крупнейших игровых компаний России, тоже родом из Якутска. Основана братьями Ушницкими, она прославилась играми Seeker's Notes и Cooking Diary, которые вошли в топ App Store и Google Play. Сейчас эта компания имеет международные офисы и миллионы долларов выручки. Fantastic, якутская гейм-студия, разработчик известных игр The Wild Eight и The Day Before. Хоть история закончилась скандалом, и студия объявила о своем закрытии в 2023 году, началась она как пример стартапа из Якутии, ворвавшегося в Steam. В сообщении от разработчиков указано, что проект потерпел финансовый крах. У студии нет денежных ресурсов, чтобы поддерживать тайтл. Это не их вина, это их беда. Региональные власти любят хвастаться успехами InDriver и Майтона, при том, что нет условий для развития. Из-за давления и непредсказуемости власти эти компании сейчас продолжают развиваться в других странах. На фоне этих историй пытается заявить о себе и анимационная студия «Тундра». Это уникальный проект, основанный в 2022 году Александром Охлопковым, ранее сотрудничавшим с такими гигантами, как Universal, Disney, Netflix и Nickelodeon. Студия сразу выбрала четкий путь. Рассказывать простые, но глубокие истории о народах Севера, о традициях, о детстве, о зиме, о том, что дорого каждому, кто вырос на этой земле. За короткий срок команда «Тундры» выпустила 3 короткометражных мультфильма, которые вместе образуют небольшую зимнюю трилогию. «Дымные Огуха» — история мальчика, который мечтает создавать ледяные фигуры. Мультфильм получил признание на международных фестивалях, включая Imagine Native в Канаде. Якутскую историю поняли и в других странах. «Мунха» — это второй мультфильм про девочку и зимнюю рыбалку. Про традиции, которые хочется передать дальше, чтобы они не исчезали. Он подчеркивает важность сохранения культурных традиций для будущих поколений. «Танха» — третья часть трилогии, которая посвящена народным гаданиям. Легкая, сказочная и теплая работа. Премьера состоялась на фестивале Мус-Устар в марте 2025 года. Все эти фильмы на якутском языке, с современной 3D-графикой, но с душой, которая понятна и без перевода. Команда «Тундры» — это небольшой коллектив с хорошим опытом. Аниматоры, художники, сценаристы — все они работают в Якутске. Некоторые обучают детей и подростков, проводят курсы по 3D-анимации, делятся опытом, чтобы вырастить новое поколение якутских мультипликаторов. Однако недавно появилась тревожная новость. Студия оказалась на грани закрытия из-за недостатка финансирования. Вопреки тревожным публикациям в СМИ, компания продолжает работать и развиваться. И собирается выпустить короткометражку о традиционном празднике Исых. Им пришлось немного оптимизировать команду, чтобы работать эффективнее. Но цель студии остается прежней — производить анимацию мирового уровня. Но сколько они смогут продержаться? Создать качественную 3D-анимацию? Дорого, сложно, технически тяжело. В Якутске без профессиональной индустрии, без потока инвестиций, без крупных продюсеров. И все же они это сделали, создали визуально и культурно сильные фильмы, которые зазвучали на международных фестивалях. Не ради грантов и не по заказу. Но они очень уязвимы, и если ей не дадут
исчезнуть у якутской анимации, было бы не только будущее, но и свое лицо. Похвастался студией, но показал фигу. Афанасий Савин, генеральный директор корпорации развития Республики Саха. В интервью РБК «Тренды» он упомянул студию «Тундра» как успешный кейс и привел ее в качестве примера развития креативных индустрий в регионе, что они важны и нужно помогать. Но в этой индустрии очень сложная модель окупаемости. Поддержку получают в первую очередь те, кто может обеспечить рост налогооблагаемой базы, то есть приносить прибыль, платить налоги в региональный бюджет. По его словам, анимация и культурные проекты требуют особого подхода из-за своей высокой уязвимости и нестабильности. Савин подчеркнул, что вместо привычных займов и субсидий необходимо развивать более гибкие формы поддержки. Акселераторы, опционы, партнерство. Слова красивые, логика вроде бы есть, но на практике выглядит трагично. Получается, что поддержка дается не тем, кто формирует культуру, а тем, кто приносит деньги. Власть рассматривает креативную индустрию как рынок, а не как наследие. Иначе говоря, власти используют тундру как витрину на словах, а на деле студия, которую приводят в пример, не имеет реального доступа к тем самым акселераторам или механизмам поддержки. При этом в распоряжении властей есть все не только прямое финансирование. Это налоговые льготы, упрощенный доступ к грантам, беспроцентные суды, долгосрочные творческие резиденции, ввести культурные квоты. Все это возможно, но в действительности не реализуется. Это и есть политика бездействия. Поддержка по принципу «сначала добейся, потом поговорим» не поддержка, а приговор морального банкротства. А ведь развитие таких проектов, как «Тундра», это не только вопрос культуры, но и вопрос политического выбора. Креативная индустрия – это альтернатива сырьевой экономике. Это способ зарабатывать не на том, что можно выкопать, а на том, что можно придумать. И если республика не начнет вкладываться в свои идеи и своих людей, она навсегда останется на периферии не только географически, но и исторически. Государство, которое не поддерживает свою культуру, свою речь, свою визуальную историю, ослепляет себя добровольно. Потому что мультфильмы, как бы ни казалось, это не развлечение. Это форма памяти, мягкая сила, то, что формирует лицо народа. И здесь речь уже не только об анимации, а о том, как государство относится к своему будущему. Потому что мультфильмы «Тундры» — это не просто короткие ролики. Это способ сохранить культуру без насилия, без приказа, через красоту и интерес. Якутия могла бы быть не только регионом алмазов и золота. Она могла бы быть регионом, где рождаются креативные проекты и культурные смыслы, которые не выкапываются из земли, а создаются умом, воображением и любовью к своему народу. Якутия могла бы стать регионом будущего. Но для этого нужно не только говорить о креативе на форумах. Нужно дать ему жить.